В эфире интеллектуально-познавательный телеэкранный с вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас гости из 37-го столичного детского сада Амна Чакаева, методистка, и Зарема Абдуллаева, воспитательница. Чтобы лучше понять ваш подход к образованию, философию, методы работы с детьми, задам несколько вопросов. Зарем, как вы справляетесь с конфликтами между детьми и помогаете им находить общий язык? Ну, во-первых, скажу, что для этой профессии самое главное – это любить детей. Бывают ссоры, конечно, дети ссорятся между собой за игрушки, дерутся все время. Ну, я главный, я главный. Я пытаюсь донести до них, что такое плохо, что такое хорошо. Объясняю. Вот так вот делать нельзя, вот так плохо. Более в игровой форме объясняю им, говорю, что плохо, что хорошо, что между собой нужно дружить, нельзя других детей обижать, старших, соответственно, нужно слушаться. Хорошо. Амнат, в чем заключается ваша работа как методистки? Я в основном курирую воспитательскую работу, слежу за тем, чтобы основная документация, разработанная департаментом, была донесена до воспитателя для всех педработников, в том случае до психологов, логопедов, музыкальных работников и так далее. Курирую, так сказать, воспитательскую работу общую. А что самое главное в работе воспитательской? Воспитательская – это в основном самое главное – это любить детей, потому что если детей любить мы не будем, у нас не получится взаимодействовать с детьми, потому что дети это чувствуют на эмоциональном уровне. Зарем, какую роль играют вообще родители в образовательном процессе и как вы взаимодействуете с ними? Самую важную, потому что я даю им знания, а вот родители уже их закрепляют. Например, я говорю, это плохо, а родители уже должны закрепить эти знания. Хорошие методы. Да. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. Давайте. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимально для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Какие? Ну, 50 на 50 можно. Угу. А еще Звонок другу или ошибка? ошибку тоже можно. Право на ошибку. Первый вопрос. Какое первое действие должна совершить новоиспеченная невестка утром в новом доме? Приготовить ароматный кофе супругу, найти общий язык со свекровью, подмести двор, поспать до обеда. Было бы неплохо поспать до обеда. Да, Но подмести двор. Да, С. Подмести двор. Самым тяжелым для невестки считается первый день после свадьбы. В этот день невестка надевает светлую одежду, чтобы гостям было легко определить виновницу торжества. Она должна встать рано утром, подмести двор и часть улицы перед домом. Абсолютно верный ответ. И все это делается, чтобы соседи оценили ее хозяйственность. Да. Считается позором встать поздно. Да. Второй вопрос. Сколько струн у удечек Пондара? 1, 2, 3, 4. Разве его называют трехосорный шипковый инструмент С3. Удечек Пондара, национального инструмента чеченцев, 3 струны, абсолютно верный ответ. Он является одним из самых распространенных музыкальных инструментов на Кавказе. Струны состояли из высушенных жил животных, и звуки извлекаются пальцами правой руки, приемами удара по струнам сверху вниз или снизу вверх, тремоло, бряцанием или шипком. Под его звуки древние чеченские илланчи исполняли илли. Третий вопрос. Опять вернемся к свадебной церемонии. Какой месяц в старину считался нежелательным для заключения брака? Январь, апрель, июль, ноябрь. Июль – жаркий самый месяц, да. Январь – короткий день. Холодный, но короткие дни. Апрель, ноябрь. Нормально еще. Какой месяц в старину считался? За январь? Да. Давай выберем апрель, январь. Догадки у нас. И ваш ответ? Апрель. Свадьбы в чеченских семьях в старину устраивались, как правило, осенью и зимой. Считалось нежелательным вступать в брак в апреле. Бекарбут. Месяц кукушки мотивирует тем, что кукушка не имеет своего гнезда. Это, безусловно, такое немножко не имеющее отношения к религии, но, тем не менее, это часть нашей культуры. Четвертый вопрос. Самый большой по площади муниципалитет Чеченской Республики: Наурский район, Шилковской, Грозненский и Тумкалинский район. Так, самый большой по площади.
Россия. Давай. Шелковской район. Самый крупный район Чеченской Республики — Шелковской. Общая площадь ее территории составляет чуть больше 3000 квадратных метров. Протяженность с юга на север 60 километров, а с запада на восток 75. Абсолютно верный ответ. Пятый вопрос. Какое животное в нардском эпосе чеченцев блокировало доступ к людям к водным источникам? Вампел, Карбаш, Сармак, Ешеп. Я читала в нардском эпосе про героический эпос чеченцев. Есть Ост-Нархойские ущелья, две башни, которые... Сармак, я думаю. Другой у меня в голову не приходит никак. Сармак, дракон, преимущественно обитающий в речных водах, в чеченской мифологии перекрывал доступ к воде. За пользование водой требовал дань. Абсолютно верный ответ. Что касается вампел, это великан. Ешеп — это антропоморфное существо женского пола, охраняет мир мертвых, это гарбаш-людоед. И возвращаясь к Сармаку, скажу, что это мифическое существо объединяет в себе худшие варианты большой змеи и птицы, народной фантазии, наделен способностью летать и питаться животными и людьми. Является олицетворением жестокого завоевателя и угнетателя. Шестой вопрос. Какое селение являлось крупнейшим производителем бурок в Чеченской Республике? Вединой, Тумкали, Старый Юрт, Шали. Так, бурки по-чеченску верта. В основном занимались женщины этим. Делали из волокна войлока. А делали где? Ведено, может быть. Нет. Старый Юрт. Английцу? Он сахет. Давай выберем. Старый Юрт. Старый Юрт. В конце 19 века в бурочном промысле нашего региона насчитывалось около 500 семей. Изготовлением бурок занимались исключительно женщины. Стоимость составляла от 3 до 7 рублей и до 50 рублей. Стоимостью 50 рублей и выше были праздничными. Изготавливались из высококачественной белой шерсти, в основном на заказ. А чеченские бурки отличались плотностью и легкостью, что обуславливалось тщательным их ущелачиванием. В источниках центра производства чеченских бурок находился в селе Старый Юрт, из которого они распространялись по всему Кавказу. Это абсолютно верный ответ. Это ныне это селение Толстой Юрт. Седьмой вопрос. Какие животные помогли Алхасту преодолеть испытания, установленные отцом Малхазни в сказке «Алхаст и Малхазни»? Волки, лошади, мыши, кошки. Это я знаю. Мы его сказку читали. Детям в средней группе. Мыши. Он увидел избушку, которая горит. Потушил огонь, решил потушить огонь, потому что огонь мог распространиться. Поэтому, когда он потушил огонь, оттуда вышли мыши, и белая мышь человеческим голосом сказала: «Ты спас мою семью, всех моих родственников, за это я тебе плачу». И дал ему волос. Если понадобится моя помощь, я тебе помогу. На тот момент Алхас подумал, какую помощь мне может оказать мышь. Но в итоге с отцом, когда он дал задание, именно мыши помогли ему. Отец Малхазни, в принципе, я сейчас не буду зачитывать свой верный ответ, потому что вы в большей степени его сказали, но абсолютно верный ответ, да. Да, они Алхаст, разделили. позвал мужей, которые хотели ранее отблагодарить его за спасение, и они отобрали пшеницу в одну кучу, ячмень в другую, просто в третью. И отец подарил Малхазни много подарков и проводил Алхаста и свою дочь. И восьмой вопрос. Какое озеро, согласно легенде, появилось в результате пахоты земли с помощью белого быка? Тезиной Ам, Бзиной Ам, Галанчорское, Майорское. Казиной Ам. Думаешь? Почему? супер, Какое да. озеро, согласно легенде, появилось в результате похода земли с помощью белого быка? Казиной Ам, легенда, по-другому. Это не может быть казиной. Казиной Ам, может быть. Казиной Ам огляд бим легенд хазяц. Так, да, Безиной Ам. Бзиной Ам. Да. Это окончательный ответ? Давай. Давайте Безиной Ам. Это неверный ответ. Неверно? Среди местных жителей Галанчорское озеро считалось священным. Его дух связывался с быком. Появившееся внезапно озеро стало внушать населению суеверный страх. Они считали его бездонным и не пили его воду. Поэтический миф о возникновении озера был записан ученым Всеволодом Миллером.
Цитата. «Близ аула Ялхарой, вместе называемым Ямка, было прежде озеро. Однажды мать с дочерью отправились на берег и по неразумению стали стирать грязные пеленки в его хрустальной воде. Разгневанный дух озера обратил за это обеих женщин в камни, которые теперь виднеются из селения. Но озеро не хотело оставаться в оскверненном ложе и, превратившись в чудесного белого быка, перешло в скалистый кряж, оставив след в виде выемки. Затем бык уже подошел к тому месту, где находится теперь озеро Галайн-Ам. Раньше там были пахотные земли. Местные жители запрягли быка в плуг. Когда он повел первую борозду, выступила грязь, после второй стало еще мокрее. Дальше стремительно хлынула вода и затопила поле, людей и быка». Это немного неверные Ну, зато мы варианты. узнали. Да. Теперь будем знать. Ну, на самом деле хороший результат дойти, ну, считайте, до 8-го вопроса. Было захватывающе интересно. Я волновалась, если честно, изначально. Не думала, что даже дойду до 8-го уровня. Что отвечу на 8-й вопрос. Он догонит. Но я много чего нового не знала. Например, я про это озеро вообще не знала. Наугад. Интересно. Зарем Амнат, я признателен, что вы приняли приглашение, пришли. Главное, что вы дошли до 8-го вопроса. Спасибо за игру. Вам спасибо, что вы пригласили. Масан. Если Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Аликейл Маршайл.